Благодарим партнеров проекта: Челябинвестбанк, сеть аптек «Классика», компанию IZ и мебельную фабрику Юнусов ИК. Исәнмесез, кадерле дуслар! Хайрлы көн! Программа «Татар кызы» и гостеприимный Кунашакский район приветствуют всех телезрителей. Сегодня нас ждет последний этап деревенских приключений. Девушкам предстоит покорить стихию огня, но прыгать через костер или тушить пожар им, конечно же, не придется. Оларга нәрсә эшләргә туры килер? Хәзер белербез. Смотрите сегодня в программе. В гостях у семьи Лукмановых. Шибер, унган, басында булдыручы. Масло масляное, терпение и труд все перетрут. Удивительно, как вот из сметаны получается масло. Вкусный финал деревенского этапа. Шибер, унган, басында булдыручы. Унганнарның унганы, булганнарның булганы татар кызлары. Вот так, задорно, весело и очень гостеприимно встречает участниц конкурса семья Лукмановых. На их подворье пройдет заключительный этап деревенских испытаний. Татарочки уже научились кормить и доить корову, узнали, как делают сметану, а теперь им самим предстоит взбить ее в масло. Местные бабушки уверены, из этой затеи ничего хорошего не получится. Май ясау катлаулы эш. Коймакның кайсы вакытта май ясарга мөмкин икәнен белергә кирәк башта. Аннан соң инде озак кына туганнан соң коймак каты булса тизрәк ясала, йомшак булса озаграк ясала. Май булганнан соң аны 2-3 тапкыр салкын су белән чакырга кирәк. Шул вакытта инде бик чиста, яхшы май барлыкка килә. Итак, запасаемся терпением, собираем волю в кулак. Завод по производству масла сорта Кунашакское начинает свою работу. На старт. Внимание. Поехали. Сделай, вода сейчас пойдет. Сколько нужно раз вот это движение проделать, чтобы масло получилось? 2500 раз. То есть осталось? 1500. Чтобы понять, насколько это сложно, можете попробовать сами. Но учтите, сметана должна быть холодной и очень жирной. Уверены, рекорд победительницы этого конкурса Юлии Скандаровой побить у вас не получится. Она справилась всего за 5 минут. На самом деле это не сложно, просто рука устает. Вот. Ну, я это уже делала, правда, в детстве с бабушкой. Домашнее масло самое вкусное. Именно таким способом его делают в течение долгих столетий. Возможно, секрет в теплоте человеческих рук. Удивительно, как вот из сметаны получается масло. Это такое вкуснейшее, нежнейшее. Это прям вот, это самое лучшее вообще, что может быть. Масло готово. Чего не хватает? Конечно же, блинов. Тоненьких, кружевных, с пылу с жару. Блины – элементарное блюдо, с которым справится любая хозяйка. Но участницам конкурса решили усложнить задачу. Кызлар, добро пожаловать на самую вкусную часть нашего деревенского конкурса. И вновь задание. В вашем распоряжении ингредиенты, которые находятся перед вами, и печь, которая находится позади нас. Самое главное, естественно, красивый, румяный блинчик. Но и также немаловажно то, как вы его подадите. Поэтому мы желаем Зульфией вам успехов. Несмотря на все старания, и первый, и второй, и даже третий блин получается комом. Готовить на дровяной печи не так-то просто. Отрегулировать температуру невозможно, нужно тщательно рассчитывать время. Пока одни участницы пытаются договориться с печью, другие открывают свои кулинарные секреты. Задание приготовить начинку они получили заранее и, кажется, использовали все, что только можно есть.
Я буду делать блины со сгущенкой. Я приготовила начинку, таком восточная она у меня. Это орехи, миндаль, курага, изюм. Крабовые палочки, петрушка, сыр. Мясная, как раз таки для мужчин, я так думаю, самое лучшее. Там из говядины, из курицы и лук жареный. Межку. Все. Выдержит ли наше жюри такое серьезное испытание? Ну что ж, посмотрим. После 1,5 десятка блинов некоторые члены жюри взяли самоотвод, но замена им нашлась быстро. Рецепты оказались такими уникальными, а подача настолько оригинальной, что кулинарную книгу «1001 блин» можно издавать хоть завтра. Мне было невероятно сложно выбрать лучшие блюда, лучшую работу девочек. Все были очень вкусные, были оригинальные. Тем не менее, свою оценку я поставил. Лучшей, по мнению жюри, стала Гузель Муртазина. Хозяйки, записывайте. Вот он, рецепт начинки блинчиков, способных растопить мужские сердца. Я обжарила курицу, филе, мелко порезанную на сливочном масле, отдельно обжарила лук на сливочном масле и добавила свежий огурец. Ну и там кое-какие приправы, которые останутся в секрете. Между тем, эксперимент с печью тоже подходил к концу. Задание оказалось очень сложным, но многие девушки справились с ним успешно. Теперь испечь стопку блинов на самой обычной плите не составит для них большого труда. Они могут и кое-что посложнее. Деревенский конкурс подходил к концу. И скажем честно, было жаль покидать Кунашак. Он запомнился нам и живописными пейзажами, и бездонным голубым небом, и особым запахом, который может быть только в деревне. Но главное богатство этих мест, несомненно, люди. Открытые, добрые, гостеприимные. Наверное, поэтому они постоянно улыбаются. И это их делает невероятно красивыми. Я думаю, что сегодняшний день запомнится надолго, запомнится многим из нас. Поэтому огромная благодарность от всей души. Я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы сегодня для нас сделали. И в первую очередь мы хотим от всех, и от организаторов, и от всех наших девушек сказать огромное спасибо семье, которая вот на этом подворье нас принимала. Это семья Лукманова. А наш гость из Казани Артур Мингазов подарил гостеприимным хозяевам песню. Bütün nersesine uylata Uylasam uylarım Jırlasam jırlarım Big zor rahmet. По итогам всех этапов деревенского конкурса лучшими стали Нафиса Гореева, Равиля Хайрзаманова, Гузель Муртазина, Элиза Хужина. В интернет-голосовании по-прежнему лидирует Юлия Абдулина. К сожалению, 4 девушкам придется покинуть проект. Кому именно, узнаем через пару минут. Как хорошо, что конкурс заканчивается за таким прекрасно накрытым столом. Надеемся, что и у зрителей, и у наших девчонок о Кунашакском районе останутся самые теплые воспоминания. Мы с вами прощаемся, но ненадолго. Увидимся ровно через неделю. Хужигас. И сенсаувалыгас. После деревенского конкурса наш проект покидают Альвина Мухамедьянова, Айгуль Гайнетдинова, Ирина Муксинова и Руфина Хасанова. Девчонки, вы молодцы! Мы обязательно с вами еще увидимся. А остальных участниц ждут новые испытания. Смотрите в следующем выпуске программы. Несметные сокровища татарочек. И правда ли, что бриллианты – лучшие друзья девушек? Я как татарочка люблю всякие украшения, всякие сережечки, чтобы все это звучало, блещало. Не затмит ли блеск драгоценностей строгий взгляд членов жюри? Выбирать было трудно, потому что достойных работ очень много. Вперед и с песней! Ula
Смотрите нас каждую среду и субботу на телеканале ОТВ.